Слушай, ну вот каждая весна для коммунальщиков и дорожников это не просто время года, да, это вот новая головная боль. Да о чем ты говоришь? Это для уфимцев головная боль, ежегодная головная боль. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Но это правда, ну все-таки уфимцы больше страдают. Ямы на дорогах, и каждый год одно и то же. Нет, слушай, давай все-таки вот положа руку на сердце, объективно говоря, какая-то положительная динамика есть в последние годы. Все равно какие-то улучшения есть. Каждый год выходит латать одну и ту же яму. Правда, улучшения связаны с тем, что их долбят практически каждый день сверху по голове, поэтому они начали лучше работать. Да. Ну и самый большой анекдот, ты знаешь в Уфе какой-то? Дорога Уфа-аэропорт. Вот стоит эти слова только сказать, всем смешно сразу становится. Миллиарды закопанные. По республике семимильными шагами идет дорожный ремонт. За оставшийся месяц дорожники должны залатать все ямы. Конечно, у нас нет сомнений, что они успеют это сделать и отчитаются о проделанной работе. Но ровно через год снова выйдут на ту же самую дорогу и снова будут заниматься ямочным ремонтом. Почему так происходит? Ну почему каждый год одно и то же? Ну, в том, что они отчитаются, лично у меня сомнений нет. 15 июня срок подведения итогов этих работ. Собака-то зарыта в другом. И, кажется, мы начали понимать, в чем, пока готовили эту программу и пытались разобраться в теме качества наших дорог. Это оказалось так же непросто, как и построить прочную дорогу. Куда ни копни, везде ямы и подвохи. А самое интересное – огромное количество организаций ведомств, которые призваны строить, ремонтировать и контролировать процесс. Кто за что отвечает в итоге, мы и будем сегодня разбираться в программе «Честно говоря». Метелками вот это все устраняем, продуваем. Вот это не нужно, метелками сейчас делаем. Потому что в таком виде не годится. Латать яму нужно по ГОСТу, но эти дорожники явно не заморачиваются. Начальник технадзора Уфимской городской дорожной лаборатории вовремя приехал и заметил, что ремонтируемый участок как следует не очищен от пыли. А это может привести к плохому сцеплению с асфальтом. Центр Уфы 100 метров до Курултая, но и это, кажется, не стимулирует работать качественнее. Андрей Маслов сокрушается: за такими исполнителями глаз да глаз. Без постоянного контроля будут выдавать постоянный брак. Нарушения такие, вот как я вам говорил, значит, где-то воду поймали, да, потому что необходимо обеспечить отвод воды обязательно, да, значит, где-то не продули основание, вот. Некоторые вещи устраним. Из таких еще нарушений можно назвать, значит, стенки, что они стенки у нас не вертикальные, да, а пологие, да. К асфальтобетонной смеси у сотрудников Уфимской дорожной лаборатории претензий в этом году еще не было. Испытания материала проводятся ежедневно. Если обнаружится несоответствие качеству, поставщики знают, им не оплатят работу. Когда образовалась наша лаборатория городская, процент брака составлял практически 40%. То есть, если сравнивать с прошлым годом 10%, то в этом году уже вообще пока 0%. То ли призыв Ради Хабирова подействовал, то ли дорожный эксперт не дает расслабиться, но, судя по отчетным цифрам коммунальщиков, динамика впечатляющая. Только в Уфе к концу апреля отремонтировано ям общей площадью 15 тысяч квадратных метров. А в прошлом году к этому же времени было сделано лишь 6 тысяч. В управлении коммунального хозяйства объясняют, внимание в 2018 году было больше уделено масштабному капитальному ремонту в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В данном случае это у нас карта ремонта дорог, где отображены данные работы, которые выполнены в 2017-2018 году. Все это в открытом интернет-ресурсе. Любой пользователь может увидеть данные. Смотрите, что сделано за 3 года будет в масштабе города. Глядя на убитые дороги и статистику ДТП, становится понятной жесткая критика Радия Хабирова в адрес ответственных лиц и служб. Уж слишком неторопливо велась работа. 65 ям в день в масштабах республики. Руководитель региона потребовал ускориться. Дороги и ямы – это уже политическая задача, потому что она касается наших жителей. Это общественная задача, это комфорт жителей, понимаете? Они свои там колеса оставляют на этих дорогах, понимаете? Выехать со дворов не могут. В этом сезоне обозначили дедлайн. К 15 июня все ямы на дорогах Башкортостана должны быть ликвидированы. Для общественного контроля запущено специальное мобильное приложение, чтобы любой гражданин смог поучаствовать во всебашкирской переписи ям. Программу «Дорожный эксперт» взялась протестировать журналист Гюзель Ибрагимова. Вы посмотрите, какая она залатанная, перезалатанная, боже мой. Не всякая яма – повод для жалобы в мобильном приложении. У них есть свой ГОСТ. Ищем глубокую, не менее 5 сантиметров, и длинную, не менее 60 сантиметров. Гюзель паркуется. Фотографировать на проезжей части оказывается довольно проблематично.
Вот видите, мы многим мешаем. Вот. Ну а как во время потока это? То есть я должен остановиться, выйти из машины, сфотографировать яму, правильно? Да. Тем самым создав аварийное движение, правильно? То есть помеху другим транспортным средствам. Но это же нелогично. Этот мужчина никакими мобильными приложениями не пользуется, искренне недоумевает. Как можно не заметить, например, вот эту лужу в 100 метрах от горсовета во дворе, и ей уже много лет. А вы вообще это подавали заявку, знаете, вот про интерактивную карту? А вы знаете, что если они сидят на месте и зад не могут оторвать от своего кресла кожаного, то о чем говорить в таких районах, как Инорс, Демы и так далее? Под боком, в горсовет, парк рядом, все рядом, культурная зона. Я считаю, что у любого участка дороги есть свой начальник, есть те люди, за которым он закреплен. И я думаю, что проезжая по своей территории, он должен знать, где у него ямы, выбоины, колея и так далее. Сейчас в мобильном приложении почти 30 тысяч фотографий дорожных ям. Большая часть сделана, что-то еще в работе. Фиксируют дефекты дорог в основном сами же сотрудники служб благоустройства. Таким образом, дорожный эксперт превратился буквально в онлайн-отчет о проделанной работе. Отчет, в который может заглянуть любой желающий. Война ямам и колдобинам в республике, и особенно в Уфе, объявлена на высшем уровне устами Радия Хабирова. Спрос ответственных чиновников надо признать жесткий и персональный, и им не позавидуешь. Но главное, чего он требует – наладить обратную связь с населением для оперативного реагирования и латания конкретных адресов. В конечном итоге нам всем и давать оценку работе, проведенную дорожниками и коммунальщиками. Стерлитамакский район – это яма на дороге, словно пуля в русской рулетке. Удача, если не попал. А вот владельцу «Лады Гранты» не повезло. Машину выбросило в кювет. Пассажиров госпитализировали, к счастью, все остались живы. Только после этого у дорожников нашлись и материал, и время залатать яму, и фотоотчет выложить в дорожном эксперте. И это еще счастливый исход. Инспекторы ГИБДД республики подвели печальные итоги прошлого года. 142 человека погибли в ДТП по причине плохого состояния дорог. Почти 2000 ранено. В текущем году из-за неудовлетворительного содержания улиц и дорог на территории Республики Башкортостан зарегистрировано 411 ДТП, в результате которых 42 человека погибли и 553 получили травмы различной степени тяжести. За каждую выбоину хозяева дороги по закону должны отвечать рублем. Но статистика башкирской ГИБДД показывает, что штрафы дорожников не пугают. Вот очередной протокол. А это штраф 30 тысяч рублей на должностное лицо. Инспекторы составляют на Алексея Прусакова. В свои 22 он мастер МУП по благоустройству Калининского района Уфы. У вас идут нарушения. Ширина данной выбоины 63 сантиметра. Глубина данной выбоины 11 сантиметров, длина 74 сантиметра. На вас будет составлен протокол. Обещаем дорожное полотно восстановить в ближайшие сроки. Сейчас очень объемы большие. Штраф выплатит, скорее всего, организация. Выплатит из средств, а здесь внимание, выделенных бюджетом региона на ремонт дорог. И таких протоколов в прошлом году по республике было составлено на 15 миллионов рублей. Мы посчитали, на эти деньги в Уфе можно заменить целый километр дорожного полотна на широкой проезжей части. А ведь залатать одну яму на дороге, говорят эксперты, стоит не больше 1000 рублей. В сотни раз дешевле, чем оплачивать бесконечные штрафы. А еще из-за своей халатности дорожники должны компенсировать пострадавшим последствия ДТП. Вот, например, таких. Взгляните. Центр Уфы. Район остановки железнодорожная больница. На этих кадрах происходит странное. Водители будто теряют рассудок и на полной скорости разворачиваются навстречу. Сергей Малаканов говорит, это не аномальная зона, а просто глубокая колея. Его машину буквально выкинуло с траектории. Столкновение лоб в лоб с двумя другими участниками движения было не избежать. Машина сама заехала туда, то есть я рулем в нее не заезжал. Она сама съехала в колею, я чуть-чуть сбавил скорость, но в итоге это не помогло, и меня навстречку выкинуло, и я врезался. Ущерб 620 тысяч рублей Сергею уже выплатили. Кто? Муниципальное бюджетное учреждение по благоустройству Октябрьского района Уфы. Таких исков только этот МУП получил уже несколько десятков. А в судах республики рассматриваются тысячи подобных дел. Это и крупные аварии с пострадавшими, и мелкие повреждения транспорта в результате попадания в яму. Общая сумма ущерба, по некоторым данным, складывается в сотни миллионов рублей. А ведь эти деньги должны были пойти на ремонт дорог.
В социальных сетях и в общественном транспорте народ глумится по теме как может. Мол, зачем ремонтировать, все равно скоро отвалится. Но вот если бы я отвечала за дороги, мне бы было обидно. А у нас в студии сегодня люди, которым, наверное, тоже неприятно слышать постоянную критику в свой адрес. Но, тем не менее, они к нам пришли. Азамат Таепов, заместитель руководителя управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан, Владимир Меньшиков, специалист в сфере дорожного строительства, и Николай Фадеев, член регионального штаба ОНФ, эксперт проекта «Безопасные и качественные дороги». Итак, уважаемые гости, ямочный ремонт, дорожный ремонт – тема вечная. Вот скажите, как ваше мнение, что в конце концов надо сделать, чтобы каждый год в одном и том же месте не появлялись дорожные ямы? С кого начнем? Ну, наверное, с вас, Роман. Ну, во-первых, для того, чтобы данную ситуацию избежать, чтобы не было одной и той же ямы на одном и том же месте, необходимо, во-первых, это соблюдать технологию производства работ. Зачастую подрядные организации относятся халатно к своим обязанностям и банальным образом просто не соблюдают технологию. Ну, вы начали с того, что сказали, что строят изначально плохо. То есть ямы появляются от того, что дорога построена сама с нарушением технологий. Как надо строить и почему такие провалы? Чтобы они не появлялись каждый год в одном и том же ям не месте. было каждый год. Дело в том, что ведь дорожная одежда, она не состоит только из одного асфальтобетона. И из щебеночного основания она не состоит. Там нижележащие слои, подстилающие, дренирующие, Вы на что гравийный, намекаете? песчан. Я намекаю на то, что ямочный ремонт, который выполняется у нас, он все равно является очень слабым подобием латания дыр, потому что невозможно дорогу, которая изношена до основания и у которой не существует водоотвода, в том числе ливневки в городе, невозможно ее поверхностными какими-то латками. То есть это фактически маркетский труд, вы хотите сказать? Ну, практически да. Практически да. Разделение ответственности. Да, ну вот кто за за это что кто отвечает? отвечает? Вот смотрите, За да. качество. Есть дворовое пространство, да? Есть улицы общего пользования, есть междворовые пространства. Кто за что отвечает? Вот все-таки, может, вы объясните? За федеральные автомобильные дороги отвечает федеральный орган власти, это ФКУ Приуралье. За региональные, межмуниципальные, это, соответственно, отвечает Госкомтранс. А за местные дороги отвечают уже муниципалитеты районов. Мы правильно понимаем, что контроль за выполнением дорожного ремонта в городе Уфе, на территории, за которую отвечает муниципалитет, отвечает Госкомтранс Республики, правильно? В том числе, потому что у нас как это происходит? В республике выстроен многоуровневый контроль качества производимых работ. Вот в рамках проекта «Безопасное качество автомобильной дороги» сейчас основная масса... Вы меня, конечно, извините, да, но все-таки, видимо, все-таки проблема в контроле качества, потому что, судя по тем ямам, которые мы видим каждый день, которые заделывают, ну там о контроле качества сложно говорить. Если это несколько уровней, то к какому уровню у нас вопрос должен Я быть? бы тогда так ответил на ваши вопросы, на ваши. Проект БКД начал реализовываться... Расшифруйте его, БКД. Приоритетный проект «Безопасные качественные дороги». Безопасные качественные дороги. Да, сейчас, с 2019 года, он переформатировался в национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги». Бюджет федеральный? Финансирование федеральное? Софинансирование федеральное, часть федерального, часть республиканского, часть местного бюджета. Кстати, все упирается в деньги, многие считают. На самом деле не все упирается в деньги. Все упирается не только в деньги, да, но и в отношении конкретных исполнителей к своей работе. Давайте вернемся к бюджету. Да. Вот прозвучала цифра, озвучил ее руководитель Госкомтранса Республики, что в дорожном фонде региона 21 миллиард рублей. Я ничего не путаю, Нет, правильно? Да, верно. Ну и у нас складывается впечатление у обывателей, что 21 миллиард рублей это на что? На дорожный ремонт? Дорожный фонд не только на ремонт дорог, это в том числе строительство новых автомобильных дорог, ремонт текущий, содержание автомобильных дорог. Вернемся к статье расходов дорожный ремонт. Все-таки сколько выделяется денег? Вот нам всем интересно знать. В республике. Нет, я сейчас не смогу ответить. Ну хотя бы порядок цифр. Именно на ремонт? Нет, это надо смотреть территориальный заказ, сейчас не смогу ответить на это. Когда мы говорим про доступность, да, вот коллега сказал, что есть в планах не только ремонтировать дороги, но и строить. Ну, конечно. Я вам расскажу, если позволите, очень коротко одну историю. В 2015 году в Иглинском районе смыло понтонный мост на реке Сим, рядом с деревней Пятилетка. И деревня полностью оказалась отрезанной от живого мира, да, скажем так. Вот. Есть только небольшой мостик пешеходный, и для того, чтобы попасть в деревню, ты должен к этому мостику подъехать и пешочком дойти. Я правильно понимаю, что до сих пор моста нет?
Совершенно верно. Неоднократные были Сколько обращения. прошло уже? Уже прошло более 3 лет. И как они несмотря на то, что деньги в Иглинский район были выделены на установку этого моста, к сожалению, они были потрачены нецелевым образом. Ну, это, видимо, предмет для отдельного разбирательства и правоохранительных органов, вероятно. А вы что-то об этом слышали? Нет, первый раз слышу про это. Вот. И на сегодняшний день, к сожалению, этот вопрос опять находится в подвешенном состоянии, и жители по-прежнему отрезаны от большого мира. Я думаю, что мы потом займемся обязательно как этой раз историей. если речь о контроле, то вот Госкомтранс и должен такие ситуации тоже контролировать и брать на заметку. Мы неоднократно встречались и в Госкомтрансе по этому вопросу. Обещали решить, но пока это в планах. И если позволите, вот, может быть, эта программа позволит этот вопрос. Ну, мы обязательно этой историей займемся, да, и будем не заниматься. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, можно ли заставить, чем-то мотивировать дорожников, чтобы они работали качественно, если уж мы говорим, что изначально все упирается в технологии и в качество работы конкретных людей, конкретных подрядчиков? Как Вопрос их мотивировать? настолько комплексный, что в ближайшее время принципиальных изменений не будет, так как нормативы определены, и дальность ввозки материала, к примеру, более годного для долговечных дорог, доставить невозможно, потому что нужно везти издалека. То есть, смотрите, мы еще Все равно необходимо создать технологию, да, безусловно. Необходимо, вот меня прежде всего интересует вопрос. Первичные материалы, наверное, он больше к вам Первичные обращен. материалы. Потому что, к сожалению, сегодня представители городской администрации, которые отвечают за дорожный ремонт, они не нашли возможности прийти к нам в гости, да, и отвечать на все вопросы, которые находятся в их компетенции. Звали, приглашали. Все-таки можно ли как-то спросить с конкретного подрядчика, дорожника, который в этом году яму залатал, но в следующем году на этом же самом месте снова образовалась яма? Обязательно, конечно. Как это сделать? Государственными муниципальными контракторами предусмотрены гарантийные обязательства подрядных организаций за выполненные работы. То есть невозможно сделать ремонт на этой дороге, через год, как говорится, снег сошел вместе с асфальтом, и ничего за это не будет. Хорошо, Невозможно. какие гарантии? Вот какой срок гарантии дается на дорогу? 4 года. Это по контракту? Да, по контракту. Да, ремонт. А если, допустим, это внутридворовая территория, за которую отвечает управление благоустройства, да, муниципальное? Я думаю, у них такие же сроки, конечно. Кстати, возвращаясь к самой знаменитой, наверное, дороге в Республике Башкортостан, это трасса Уфа-аэропорт. Это притча во языцах, которую на наших глазах ремонтируют каждый год, тратя на это сотни миллионов рублей. Почему это происходит? Кто вот может ответить на этот вопрос? Самосвал, который идет каждый день один, в месяц, вред сверхнормативный, который не заложен ни в какие сметы и в расчеты, наносит порядка 800 тысяч рублей за месяц. Посмотрите, сколько таких самосвалов ходит. Только один самосвал? Один, 800 тысяч рублей в месяц. А как это подсчитано? Это подсчитано в результате расчетов по постановлению правительства номер 934. Азамат, как вы ответите на этот вопрос по поводу Уфа-аэропорта? Правильно сказал коллега. Это связано с тем, что на дорогу приходятся высокие нагрузки, в том числе тяжеловесным транспортом, в том числе который перегружен. Кажется, вы удачно нашли оправдание. Нет, не оправдание. Я говорю так, как есть на самом деле. То есть, если постоянно по дороге будет ездить машина... Поставьте посты весового контроля, никого не пускайте. Да. А как нам доставлять продукты? А как нам доставлять ГСМ? Вот, по-моему, и не только по-моему, по мнению, да, все-таки проблемы трассы Уфа-аэропорт состоит именно вот в изначально плохом качестве работы. Ну, просто интенсивность движения в разы больше, чем по-моему, это лукавство. Все-таки дороги строят именно для того, чтобы по ним ездили в том числе и большегрузные машины. Разве нет? В том числе правильно. На самом деле положительная динамика в ремонте дорог наблюдается. Но лично я связываю это с тем, что руководство республики практически ежедневно об этом говорит, напоминает и строго спрашивает. Так это? Да, так, совершенно верно. Уважаемые гости, спасибо большое за откровенный, честный разговор. А мы переходим к другой теме нашей программы. Не знаю, стоит ли выносить на самом деле на широкую публику то, что было в Белом доме. У меня вообще сомнений никаких. Конечно, стоит. Общественность должна знать своих героев. Да. Ну, кому это сейчас Меня интересно? другое удивляет, как вот столько лет они могли оставаться безнаказанными, потому что, очевидно, мошенническая схема, да, очевидно. И не принимали никаких мер, да, и не принимали никаких мер. Вот почему? Эта история обещает быть самой громкой в этом году. Честно говоря, до последнего не верилось, что ключевой член бывшей команды руководства республики в ранге вице-премьера Евгений Гурьев окажется под стражей. Но уже больше месяца, как он находится в камере следственного изолятора. Если в двух словах, то ему вменяется организация незаконного отчуждения госсобственности. Подробнее в нашем сюжете.
Здесь вот мы где идем, тут газопровод высокого давления. И я думаю, что за эту территорию уже никто не полезет. Заведующая уфимским лимонарием Фарида Садыкова рассказывает, как уже несколько лет она отстаивает свою территорию. Застройщик соседнего многоквартирного дома претендует на часть от площади зеленой зоны. А тем временем следствие выясняет, каким образом вообще в распоряжении строительной фирмы оказалась земля прямо впритык к лимонарию. По предварительным данным, участок отошел строителям с внушительным дисконтом благодаря помощи теперь уже бывшего ключевого члена прежней руководящей команды республики Евгения Гурьева. Мы не распродавали по дешевке государственные унитарные предприятия, мы их преобразовывали в акционерное общество, в общество с ограниченной ответственностью. А в отдельных случаях, там, где у них финансово-экономическое положение не позволяло осуществлять их текущую деятельность, принимались разные решения, в том числе решения о ликвидации и о банкротстве данных предприятий. Этот фрагмент интервью Евгения Гурьева трехлетней давности как будто из прошлой жизни. Сейчас подробности приватизации госсобственности он рассказывает следователям. По мнению правоохранителей, чиновник помог одному из уфимских коммерсантов за смешные деньги выкупить торговые ряды и несколько земельных участков в Уфе. История оказалась настолько вопиющей, что уже в первые дни своей работы ей заинтересовался в Рио главы республики Радий Хабиров. Мне очень непонятно, на мой взгляд, немотивированные продажи имущества ГУП «Башавтотранс». Если я узнаю, что эти участки земли каким-то образом меняется разрешение и вид использования, будем разговаривать. Остановите, пожалуйста, это все. Схема вывода госсобственности была проста до изощренности. Республиканское управление административных зданий выступало учредителем дочерней коммерческой фирмы, на баланс которой в качестве уставного взноса передавала государственное имущество. Та, в свою очередь, без всяких торгов передавала его третьим лицам для реализации социального строительного проекта, к примеру, учебного центра. Третьи лица, уже имея определенные имущественные права, выкупали землю с огромным дисконтом и меняли, опять-таки через соответствующие органы исполнительной власти, ее целевое назначение на жилищное строительство. Для того, чтобы понять, как долго на это закрывали глаза, достаточно взглянуть вот на этот 20-этажный дом. На месте государственного профессионального училища за несколько лет вырос настоящий небоскреб со своим паркингом. Первой по делу была задержана и потом арестована бывший директор управления административными зданиями башкирского Минземимущества Эльвира Берг. Сейчас в отношении нее возбуждено уже второе уголовное дело. Считается, что подчиненная Евгения Гурьева была готова не только передавать имущество частникам, но и продолжать его содержать в последующем за казенный счет, оплачивать ремонт и коммунальные расходы. Со смены руководителя Башкирии стал возможен и арест чекистами целой группы высокопоставленных сотрудников башкирской прокуратуры во главе с Олегом Горбуновым, теперь уже бывшим первым заместителем руководителя надзорного ведомства. Следствие вменяет им ни много ни мало как совершение незаконных деяний в составе организованного преступного сообщества, а именно решение проблем с законом власть имущих по определенному тарифу. Возможно, в этом и кроется ответ на вопрос, почему группе Гурьева удавалось так долго безнаказанно химичить с госимуществом. Вопрос безнаказанности участников всей этой схемы при столь вольном обращении с государственным имуществом волновал многих. Задолго до возбуждения громкого уголовного дела уфимский журналист Рамиль Рахматов проводил свое собственное расследование. Я считаю, что, скажем, покровители в прокуратуре, по моему мнению, это был непосредственно первый зампрокурора господин Горбунов. Я по моему, подчеркиваю, пока субъективному мнению, мне пока нечего об этом сказать. Вторым лицом, фигурантом, я считаю, самого господина Гурьева. Все эти господа Берг и прочие государственные служащие, они все-таки являлись его подчиненными. На днях фигурантов, находящихся под стражей в следственном изоляторе, посетили представители общественной наблюдательной комиссии, чтобы осмотреть условия содержания бывших чиновников. Наверное, первые дни, первые моменты эти прошли, когда человек находится полностью в непонятной ситуации, не понимает, что делать, как себя вести, какие шаги предпринимать. Сейчас человек понимает, где он находится, что с ним происходит. Эльвира Берг пояснила, что даже бывает порой всплакнешь, и корпусные зайдут и успокоят. А еще одно громкое дело, связанное с землей, на днях было возбуждено в Иглинском районе республики. Здесь, по версии следствия, участок в 100 гектаров в границах районного центра отошел в частные руки за символическую сумму в 2 миллиона рублей. При реальной рыночной стоимости около миллиарда. Обвиняемый непосредственный подчиненный все того же бывшего вице-премьера Евгения Гурьева. Виталий Карпов, уже бывший местный начальник отдела земель
земельных и имущественных отношений. Сейчас бывшая сельхозземля активно застраивается коттеджами. Лица, совершившие преступления, действовали, осознавая, что имеется закрепленная на законодательном уровне процедура перевода земельного участка из одной категории в другую, и пренебрегая действующему законодательству, в разрез, получается, установленной процедуре переводят земельный участок, реализованный из одной категории в другую, незаконно, лишь на бумаге. Суд его также арестовал. В ближайшие 2 месяца чиновник проведет под стражей. Как связаны между собой эти земельные скандалы, еще предстоит выяснить следствию. Знаешь, после просмотра этого сюжета один такой грустный постскриптум остается. Почему грустный? Да потому что у наших чиновников одна, но пламенная страсть. Это жажда наживы, причем на любом уровне. Только страх может заставить наших чиновников не воровать, бояться. Только страх. А вот в этой истории, конечно, до сих пор непонятно, как столько лет закрывали глаза. Так и будут воровать и не бояться ничего. Это и есть реальная борьба с коррупцией, которая не может не приносить моральное удовлетворение нормальным людям. Не из злорадства, а потому что у каждой мутной веревочки должен быть конец. Помните, как говорил отец-король в старом советском фильме про Золушку? Связи связями, но надо же и совесть иметь. Вы смотрели программу «Честно говоря». До свидания. Берегите себя и своих близких.